Таможенные службы России и Абхазии обсудили вопросы взаимодействия в период курортного сезона. Особое внимание было уделено технологии работы пункта пропуска и оптимизации таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств во время пиковых нагрузок. Подробности об итогах встречи узнаем у Зураба Ашуба, заместителя председателя Государственного таможенного комитета Абхазии. Здравствуйте. Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Данный формат встречи на приграничной территории МАПа Адлер не новый. В преддверии курортного сезона, в преддверии цитрусового сезона. Мы, как правило, встречаемся, сверяем часы, вырабатываем технологические схемы, как-то определяем наши действия на будущее. 27 апреля состоялась очередная рабочая встреча на МАПа Адлер, где обсуждались вопросы о совершении таможенных операций и продлении таможенного контроля. Просто скажите, пожалуйста, кто был на этой встрече, от абхазской стороны, от российской стороны, и вот просто по очередности, каких тем, каких вопросов вы касались? С абхазской стороны были заместитель председателя таможенного комитета Республики Абхазия Ашуба Зураб Русланович, ваш, дальше я и так далее, начальник управления начальник управления таможенного контроля и оформления Цейба Джимал Валерьевич, начальник правового управления Гугохи Анана Кахабировна, замначальник управления таможенного контроля и оформления Гейбе Тимур, начальник подразделения ПСО Хижба Аляс Юрьевич. То есть достаточно большая делегация. Достаточно. А с российской стороны кто были? Руководители? С российской стороны был руководитель Южного таможенного управления. Расскажите, пожалуйста. Начальник подразделения МАП Адлер. Скажите, пожалуйста, от чего отталкивались, когда решали проблемы, которые могут, допустим, вопросы... Когда вы обсуждали вопросы, которые могут возникнуть во время курортного сезона, и которые периодически возникают, но, наверное, в последнее время они обострились. Вы знаете, эти вопросы не обострились, эти вопросы рабочие. То есть, в принципе, эти вопросы, переходящие с года в год, как говорится. Цитрусовый сезон имеет свои проблемы, высвечивает свои проблемы. Решаем по мере их поступления, обозначаем заранее. Касаемо курортного сезона, также и так далее. Это вопросы, касаемо курортного сезона, это вопросы перемещения транспортных средств, непосредственно туристических автобусов, это вопросы временного ввоза транспортных средств, перемещения огромного количества товаров, грузов и так далее. Я не то чтобы обостряю нарочно, но просто я к тому, что турпотоки увеличиваются в последнее время, естественно, и пропускная способность нашего этого пропускного пункта пока еще не, скажем так, не так сформирована, как говорилось об этом, что будет она расширяться и так далее, пропускная способность. Вот что насчет этого, о чем договорились в итоге? Какие вещи, на какие вещи акценты ставились и какие были итоги? По пропускной способности, как я понимаю, как нам докладывают, как нас информируют наши российские коллеги, то данный пропускной пункт работает на пике своих возможностей. Практически. Касаемо тех вопросов, которые мы обсуждали, это вопросы дополнительного количества личного состава. Это увеличение окон по временному ввозу, касаемо выделение отдельной полосы по транспортным средствам, непосредственно автобусов. Ну и что в итоге сказала российская сторона? Российская сторона у нас достаточно за огромный период времени, за весь послевоенный период, накопленный опыт взаимоотношений. И он достаточно высокий на сегодняшний день. Российская сторона в пределах своей компетенции пошла нам навстречу. Какие-то вопросы были решены сразу же на месте, какие-то находятся в проработке. И в целом, в общем-то, будем двигаться по заранее. Был какой-то документ выработан, который как-то, скажем так, направлял бы работу пункта пропуска в период курортного сезона? Основной по итогам этой встречи, основной документ, который вырабатывается по итогам,
данная встреча, это протокол. Прежде всего. Да. Данный протокол... Какую дальнейшую силу будет иметь? Данный протокол в данный момент находится на проработке российской стороны. Как только мы его получим, то есть данный протокол, он проходит свой круг определен. То есть это он непосредственно проходит через федеральную таможенную службу. Какие-то вопросы по протоколу решаются, какие-то, в общем, в пределах компетенции, какие-то, в общем-то, остаются под вопросом. Но те вопросы, которые были обозначены, у нас есть, в общем, на это большая надежда, что все-таки они будут решены. Ну, что касается, вот вы говорили, да, что пункт действительно работает на пределе возможностей, а может быть, обговаривались какие-то возможности, способы как бы смягчения вот каких-то вот таких вещей, когда много людей и много людей испытывают неудобства? Договорились на уровне начальников подразделения МАП «Адлер», таможенного поста ПСО, поддерживать рабочий контакт. То есть решать в данном случае по-живому, как говорится. То есть оперативно, по мере возникновения. На уровне руководителей подразделения. Потому что зачастую бывает, и, в общем-то, это ни для кого не секрет, основная проблема — это проблема технологическая. То сбой программного продукта, то зависание, то временный ввоз. И, как правило, это простое на границе, час, два, три и так далее. Договорились о оперативном информировании в таком случае руководители данных подразделений. То есть российской и абхазской стороны. Следовательно, разряжение этой ситуации на месте. Это вообще эффективный такой инструмент, способ, возможность? Но другого инструмента у нас нет. Да, по мере возможности он эффективен. Этот максимальный инструмент, который есть и который возможен. Там, где технологический сбой, в общем, какой может быть инструмент? Это своевременно информировать наше население. Что в данной ситуации, в данный период времени лучше на границе, в общем-то, не перемещаться. Как это было недавно. Как это было недавно, абсолютно верно. А, кстати, вот эти сбои, они, как я понимаю, это нечастое явление, потому что я вот не помню, чтобы было такого масштабного сбоя, как было недавно, наверное, никто не помнит. Я тоже этого не помню. Потому что это была преднамеренная хакерская атака. Вот, хотела спросить. Да, и это касалось не только непосредственно нашего пропускного пункта, это огромное количество пропускных пунктов по всей протяженности Российской Федерации. Трудно тогда пришлось абхазским таможенникам, российским таможенникам вот в этой ситуации? Ситуация была нештатная и было достаточно тяжело. Потому что людей, транспортных средств скопилось немало. Сообщалось, что вот во время этой встречи особое внимание уделялось технологии работы пункта пропуска и функционированию вот этих вот программных средств. Вот что значит технология работы пункта пропуска, оптимизация таможенных операций и так далее? Объясните нам на пальцах для людей, которые не знают терминологию, скажем так, таможенную. Технология перемещения в пункте пропуска — это все то, с чем мы сталкиваемся. Это от процесса оформления до процесса технического перемещения. Эта процедура включает практически весь алгоритм действий наших на границе. Что значит оптимизация? Это прорабатывание данных действий с минимальным количеством времени. Будем, скорее всего, так. Что касается того, что расширилась номенклатура товаров, которые экспортируются из Абхазии в Россию, да, в том числе овощи, ягоды и так далее. Вот какие были рассмотрены возможности оперативного обмена данными? Вот каким образом вот эта работа строится или будет строиться с тем, что эти потоки, возможно, увеличиваются? Главное, чтобы потоки увеличились. Да. А все остальное это дело техники, технологии и так далее. То, что касается сегодня, то потоки по экспорту, наверное, скорее всего, они не увеличились. Да? Что мы говорим? Когда мы подразумеваем сельхозпродукцию в период курортного сезона, мы прежде всего подразумеваем ягодную культуру. Да? Это клубника, это томаты, это голубика, это малина и так далее. Вот по прогнозу Минсельхоза в этом году у нас будет урожай клубники приблизительно около 760 тонн.
Но учитывая огромное количество наплыва туристов, скорее всего, данная клубника, она просто останется в Абхазии. То есть она будет востребована в Абхазии. На сегодняшний момент времени вывезено всего лишь 18 тонн клубники. За аналогичный период прошлого года вывезено 14 тонн клубники. То, что касается томатов, не вывезено практически ничего. Голубика также не вывезена. То есть у нас достаточно, да, спроса на нашем рынке для того, чтобы, в общем-то, данная реализация данной клубники осталась все-таки в нашей стране. Не связано ли это с тем, что, возможно, есть какие-то сложности на таможне с перевозкой продукции? В преддверии нашей встречи мы встречались с нашими участниками внешнеэкономической деятельности, который работает именно в этом направлении. Мы разговаривали с ним. С их слов, как бы, и так далее, особых проблем мы не услышали. Мы перед каждой встречей, если это встреча перед преддверием курортного сезона, встречаемся, да, с представителями данного направления. Если это цитрусовый сезон, с представителями, да. Но зря вы сейчас затронули цитрусовый сезон, потому что вот сколько крестьян, сколько людей вообще говорят о том, что очень много продукции мы не можем вывезти, и она портится, и на деревьях остается, и гниет, и потому что трудно вывезти, потому что машины в очередях стоят и так далее. И что люди скоро начнут выкорчевывать мандариновые сады. Связано ли это с тем, что невозможно экспортировать, или там другие причины? Причины могут быть разные. Касаемо этого года, то урожай, вывезенного урожая, было, в общем-то, максимально, да, 44, насколько 40 тысяч тонн. Около 40 тысяч тонн вывезено в этом году сельхозпродукции. Предварительные прогнозы Минсельхоза около, я насколько помню, 50 тысяч тонн. Там, конечно, есть... Да, это предварительные прогнозы. Там каждый килограмм-то никто не взвешивает и так далее. Были, конечно, определенные проблемы. Да, то, что касается вывоза газелями, то были проблемы с газелями непосредственно, потому что российская сторона поставила ряд вопросов и так далее. Да, не все транспортные средства, да, непосредственно газели с российскими номерами, могли заезжать на территорию Абхазии, грузиться цитрусами и выезжать. Нужно было брать на это разрешительный определенный документ. Мы заранее информировали, да, наших участников ВЭД о том, что такая проблема есть. Если до этого на нее как-то закрывали глаза, то в этом году на это закрывать глаза не будут. Обращались к российской стороне по оперативному решению. Но оперативного решения в этом случае не нашлось. Потом представители данного компетентного органа, выдающие данный разрешительный документ на границе, просто технически не могло быть. То есть там определенная процедура. Подаешь заявку, даже онлайн и так далее. То есть данная заявка прорабатывается. Данное физическое лицо, да, как бы, в общем-то, проходит определенные, да, проверки и так далее. Все-таки Россия находится сегодня в определенном положении. И все то, что перемещается, оно находится, да, в определенных каких-то рамках и так далее, где нужно пройти определенный регламент. Да, но с цитрусовым понятно, там много причин на самом деле, потому что там и ценовая политика, то, что не касается таможни и так далее. Цена, безусловно, тоже, конечно, в этом году. Да. И цена, безусловно, тоже. Что касается, не знаю, какие-то новшества, мы наслышаны о том, что какие-то новшества во время регистрации абхазских автомобилей на российской таможне. Есть такая информация? Что там по срокам что-то или по деньгам? Чтобы когда выезжает человек, он же там оформляет страховку или это право пребывания как бы на... Вы, наверное, имеете в виду все-таки страхование транспортных средств. Но это не новое, оно всегда так было. Нет, это не новое. Да? Все транспортные средства, въезжающие на территорию Российской Федерации, обязаны пройти процедуру страхования. Российская сторона уведомила нас, что, в общем-то, да, мы приступаем к обязательному страхованию всех транспортных средств. На какое бы время данное транспортное средство не въезжало в Российскую Федерацию.
То есть человек, который хочет на своем автомобиле отсюда выехать в Россию, что он должен знать? Он должен застраховать свое транспортное средство. Там, в России? Но эта процедура, она и Нет, онлайн, да, как бы там, это можно делать не в России, это можно делать в России, это можно сделать в Абхазии, да, онлайн-приложением. Заходишь в это данное онлайн-приложение, выбираешь, их достаточно много, представителей страховых фирм, и, насколько я знаю, расценки, в общем-то, плюс-минус. Это, конечно, безусловно, неудобство. Это, конечно, безусловно, неудобство для наших граждан, потому что это одно дело, да, когда ты приезжаешь на территорию Российской Федерации на длительный период времени, другое, когда на 2-3, но тем не менее, да, это вот это есть, и с этим надо считаться с 15 числа, хотя нас предупредили, что с 1 мая данная процедура будет обязательно, но по просьбе Минэка, кстати, Минэк вмешался в этот процесс и так далее, дабы, да, все это не переложить на майские праздники, это неудобства, которые связаны с этим. По просьбе Минэка, по нашей просьбе, все это отложили до 15 мая. С 15 числа данный вопрос будет стоять. Мы же сейчас говорили о том, что наше, не наше страхование, а российское страхование. Российское. То есть все дело, вся разница в том, что, допустим, если человек не на большой срок переезжал, там они как бы закрывали на это глаза, да? Вообще они просто закрывали глаза, хотя и в этом случае тоже нужно было обязательно требовать данную форму. Ну, если говорить о том, что будет вот в дальнейшем, в перспективе, вот после этого разговора, руководствуясь вот этим протоколом, который вы подписали, я думаю, вот, что будет дальше, какие будут шаги предприниматься таможенным комитетом Абхазии для того, чтобы вот этот период более комфортно проходил, и что, может быть, уже начали делать? Таможенный комитет Республики Абхазия готов к курортному сезону, проведены все организационно-штатные мероприятия с учетом и опытом прошлых лет и так далее. То, что касается российской стороны, то она обещала нам увеличить количество сотрудников, а следовательно закрыть те бреши, которые возможны в период наплыва, курортного сезона и так далее. Это перемещение обещало нам увеличить окна пропуска, да, это по транспортным, непосредственно по автобусам. Также мы обращались к ним по просьбе Министерства туризма и так далее, чтобы по отношению к автобусам применялся определенный алгоритм. То есть выдавался временный ввоз, как это выдается на транспортные средства, да, вот, юридические транспортные средства, государственные транспортные средства, то есть на год и так далее. То есть этот вопрос рассматривается, сегодня сказать, да, однозначно, что это будет принято, но надежда все-таки она есть. Это значит увеличит скорость прохождения автобусов. Мы надеемся. Поставлено было немало вопросов. Сейчас вперед забегать я не буду. Да, по их реализации мы обязательно проинформируем население о том, что в общем-то сделано, то, что делается, и как это все будет. А самый главный экзамен мы, конечно, будем сдавать летом. Когда по ожидаемым Минтуризма будет небывалый курортный сезон, и вот насколько мы готовы, конечно, это покажет лето, насколько готовы наши коллеги, друзья и так далее. Но я хотел бы все-таки сказать, что это без всяких слов, что у нас высокий уровень взаимодействия, все-таки, хотя представлена на границе не только таможня, а масса служб и так далее. Вот если уровень взаимодействия всех остальных служб на приграничной территории будет хотя бы, в общем-то, как у нас, я думаю, что вопрос с границей будет стоять не так остро, как стоит он периодически. А что абхазская сторона должна сделать? Вот мы говорим, да, о том, что вот Россия постарается, там российские таможенники там будут пропускную способность как-то увеличивать, сокращать время прохождения людей, а у нас это не стоит такая проблема вообще? Мы знаем, что мы достаточно быстро люди проходят с российскими паспортами вот на нашу территорию, но тем не менее. Вы знаете, были какие-то вопросы с их стороны? С их стороны вопросов не было. С их стороны вопросов не было. Те вопросы, которые ставились нами.
Безусловно. Единственный вопрос, который стоял с российской стороны, это нас уведомили по тем, в общем-то, страховкам, которые будут меняться с 1 мая. Все остальные вопросы ставили с абхазской стороной. Как бы так, касаемо с абхазской стороны, какие решить вопросы в преддверии курортного сезона и так далее. В основном это вопросы хозяйственные. Мы их решили заранее. Касаемо организационно-штатных вопросов, то, в общем-то, они решены. Если есть какая-то у вас информация, у нас, кстати, работает телефон горячей линии. Мы готовы принимать все какие-то либо жалобы, либо пожелания граждан Российской Федерации, наших граждан, в случае каких-то проблем на абхазской стороне. Мониторим периодически. Нет, никакой информации нет, просто интересно ваш взгляд. Максимально пытаемся комфортно создать условия для перемещения граждан Российской Федерации на территории Республики Абхазия. Спасибо вам большое. Спасибо за этот разговор.